Ну что, дамы и господа, время у нас опять с вами. Дома 8:05. Местное 11:05. Сколько я проехал? 28 километров, ёк-макарёк. Да что ж такое-то? Не могу проснуться никак в этом рейсе, рано. Все спится. Вчера еще в баньку сходил, попарился, напарился в Будагово. Вот и спалось хорошо, крепенько. Ой, время раз 11. Нам здесь до Култука почти 400 километров. Блин, опять по темноте его проезжать, а? Все хочу по свету его проехать. Нет, придется по темноте. Потому что по свету как бы чуть-чуть безопаснее, да, так скажем, не комфортнее ехать. Все равно видишь заранее, вон он поворот, вот он горочка идет. Вот он в правый спуск пошел, левый подъем сразу за ним. А по темноте-то нифига. Ориентируешься в основном только на то, что ты сам видишь глазами, и плюс навигатор показывает, что там дальше будет туда, сюда, туда повороты. А подъемы нифига не видать. Ну ладно, что делать. По темноте так по темноте придется ехать. Просто нефиг спать так долго. Надо раньше вставать. Ну что, поедем работать. Сегодняшний рабочий день. Надеюсь, все-таки Култук почистили, посыпали. Ну, посыпали вряд ли его. Только почистили. Потому что вчера что-то на Байкале творилось кошмар. Дорогу открывали, закрывали. И еще раз так раз 50 открывали, закрывали. Снегами вчера все там засыпало. Ну что, доедем, посмотрим, увидим. Да и потихонечку возьмем, да проедем. И все будет хорошо и замечательно. Ну что ты перед нами едешь? Весь пейзаж нам портишь, да? Валберис, блин. Едет, всю картинку портит. Давайте отпустим его подальше. Вот. Это у нас поселок Тулун. Едем по Тулуну. Сашка где-то сзади там за нами катится. Ну, а с нами до Иркутска всего лишь. У него выгрузка в Иркутске. А мы-то едем, как всегда, в замечательную, теплую, жаркую, прекрасную, солнечную республику Саха. Саха. Ой. Сейчас кто-то опять в комментариях напишет, что не Саха, а Саха. Свекла и свекла. Короче, в солнечную, яркую Якутию едем. Ой. Переездик. Ну что, в путь дорожку. Покатились. Ну что, господа, вечер добрый уже. Вечерочек. У нас начинает тут смеркаться потихонечку. А мы начинаем движение в сторону Байкала от Иркутска. Впереди 67 километров поворотиков, горочек, внимательности. Ой, да. Надеялся по днем проскочить. Ну, можно было бы, конечно, если бы кто-то не спал бы до обеда, не стоял бы. А спокойно в 6 утра проснулся, зубы почистил и поехал бы. А не до 9:30 валялся бы на спальнике и дрых. Храпел. Что? Поскакали. Пройдем сегодня Култук. Не знаю, вообще хотелось бы сегодня... Нифига там что-то номера сверяют. Хотелось бы сегодня до Улан-Удэ дойти, но это еще 430 километров как бы. Время, если дома 3 плюс 3, 5:30 в данный момент времени у нас. Да, кто-то скажет, как 5:30, когда ты показываешь 2:27. Это в Екатеринбурге 2:27, а местного 5:30. Но погодка вроде радует тем, что с неба Винни-Пухи не летят у нас. Потому что буквально километров 15-20 назад, когда подъезжали к Иркутску, на Иркутской объездной снежочек-то сыпал.
небо. Я думал, кирдык будет. Сейчас засыпет опять весь Байкал, весь Култук, все горочки. И будем куковать, стоять. Как здесь было вчера. Вчера Сашка проезжал, блин, сколько он? Часа 3 здесь полз потихоньку. Ну, блин, я в том месяце, в декабре, здесь 5,5 часов двигал. Так, маленьких пропустим. Пока делового не успеваем обойти, пропустим там сзади маленьких и пойдем. Надеюсь, они успеют нас обогнать к тому моменту, как мы его настигнем. Так, сейчас... вот сейчас у нас тут поворотик будет. Наверное, в поворотик мы не полезем. Сейчас его обходить. Подождем, потому что такой поворотик, ну, сильный зигзаг. Как бы, и если пойдет встречка, да еще я его в этот момент обходить буду. Так сказать, будет не комильфо. Сейчас за ним здесь проскочим. И пойдем. Так. Поехали, поехали. Тут спокойно 50-45, это я ему говорю. Проезжается. Опа, педальку. Так, а мы забыли на горный режим переключиться. Едем на экономичном режиме. Все, трубинка засвистела. А взять Мерседеса мы не можем. Ну, потихонечку настигаем его. Висят, ну тут подъем хороший. Такой он достаточно крутой. Да вам в камеру кажется, что, прямая горочка. Ну да, и так кажется не сильно. А если вдаль смотришь, хорошо видно, что горка-то прекрасная у нас. Все, Марсика обошли. Можно перестроиться. Чуть-чуть подальше от него отойдем. Отходим и потом перестраиваемся. Для того, чтобы вся грязь не летела из-под наших колес ему на лобовое стекло. Так, еще сразу раз. Я не думаю, что нас сейчас Мерседес пойдет обходить. Если здесь мы его там обошли, значит как-то помощнее, потому что что-то он... Нет, нормально отстает. Не помешали ничего ему. Все прекрасно. Вот, я начал про декабрь того года рассказывать. Сколько? 5,5 часов у нас получилось проходить Култук. А почему у нас? Потому что у меня и у прекрасной нашей Скании. Повисели в одном подъеме, постояли в другом подъеме. Там КТМ-ка на всех аж ругалась. А там реально, ну вот, это надо не иметь голову. То есть там растащили всех, кто забуксовал. Убрали, освободили, КТМ-ка вроде все почистила. 1, 2, 3, первый встал, и все за ним снова встали. А я внизу стоял, типа, все, можно ехать. Снизу именно, не кто уже в подъеме, а снизу пробуйте по одному. Блин, до середины подъема дохожу, кричат в рацию: а ты куда, Скания, полез? Там все забито, все не проехать. Я уж думаю останавливаться. Ну, блин, я бы доехал до этого места и на нем бы, да, так более подробно рассказал. Это было вот здесь, здесь, здесь. А это был тоже поворотик, такое потом плоскогорье, так скажем. Небольшой разгончик снова и снова в гору. Там автовозик поперек дороги стал, но спокойно можно было по встречной полосе, чуть-чуть цепляя обочину, чуть-чуть ее, оп, его обойти. Ну и что? Мы сделали это. А кто-то кричал: ты не проедешь, ты не проедешь. Кто-то кричал: ты едь, не слушай. Другие кричали: не едь, стой. Вот так вот. Поэтому мы ездим в основном с выключенной рацией. Да, в каких-то моментах она нужна, но не всегда она помогает. Где-то она наоборот мешает. Что вроде кто-то тебе крикнул: все, гони смело. Ты разгоняешься, пошел. И тут же тебе кричат какие-нибудь паникеры: стой, куда лезешь, куда лезешь. Таких паникеров сейчас очень и очень много стало на дороге.
Здесь, кстати, вот кто не знал, вот он, строит новую дорогу, кусочек. Это с объездной, я так понимаю, мы будем не вправо уходить на ключи, а вот прямо. И вот этот зигзаг с подъемом, как правильно он называется, я не подскажу вам, но я его просто называю 7-14, потому что он идет 7% подъем, потом он резко становится подъемом в 14. Вот, я так понимаю, вот этот подъем будем объезжать. И первые загибуленные повороты, так скажем. О, а потом дальше они вот сюда вот еще что-то пошли. Что-то сюда в декабре-то я и не замечал. Я ночью все время, последние полгода проезжаю Култук, что домой, что в сторону Владивостока. Ну, в основном в сторону Владивостока. Что-то все по темноте, по темноте. Я не замечал, что они еще что-то здесь расковыривают. А здесь что они хотят, как делать у нас? Ну, вон дорожка правее пошла. Тоже типа... Или вторую дорогу строят. Две полосы в одну сторону, две полосы типа в другую сторону. Тут сколько? Тут слева где-то много заброшенных дорог. Когда свернем с Соловьевским, мне тоже... А, и вот. Ну, она вот зигзаг обходит. И вот до сюда доходит. А потом она, блин, вот сюда влево уходит. Хлоп. И пошла снова туда влево. И вот они строят вон мосты даже. Это мы моты будем объезжать по ходу дела, да, деревню? Вот она, оп. Пойдет деревню моты у нас слева. Потому что здесь, повторюсь, ну это будет новое. Свернем до Соловьевска, увидим. Мне в прошлом рейсе наши старожилы, я еще тогда не ездил, да и многие не ездили из наших. Тогда парни показывали, когда обратно ехали. Вон, вот так кусочки пятаки было видно старые дороги. Это когда от Соловьевска до Тынды, там что, 120 километров. Дорога занимала весь абсолютно день. С утра до вечера ехали. Местами там всего лишь одна полоса, шиш, разъедешься. Покажу вам, что осталось от той дороги. Ну, там видно ее еще. О, нифига себе, о чем он так кривает. Смотрим, поправим телефончик. Так, что у нас с вами? Впереди подъем моты будет. Большой красивый подъем. Когда я его первый раз увидел, блин, у меня аж дух захватывало от красоты увиденного. Вот надо и летом смотреть. Красиво. И лучше всего с пассажирского смотреть сиденье. Потому что водитель-то пусть едет, смотрит, на дорогу рулит. А с пассажирского красота там открывается. Ну, сейчас мы тут в поворотик небольшой зайдем. Так, а тут уже у нас не видно, да, эту дорогу. Ну, скорее всего, она здесь где-то и соединится обратно. А вот это вот интересно, вот просека тоже есть. Это, может, старая дорога была, и она уходила как-то влево туда, в горы. Тут же много что изменилось в Култуке за последние несколько лет. То есть буквально за год до меня там тоже обрезали какой-то язык один тещин. Он где-то в 20-м еще году был, в 19-м, в 21-м его уже не было. Там-сям тоже посрезали старые дороги с хорошими большими перевалами. То есть она такая более потихоньку, да, вот она все более лайтовая, более простая, более легкая становится. Потому что, так скажем, дальнобойщик-то нищает. Становятся одни блогеры, у всех телефоны, у всех белые носки, а ездить не умеют, лопаты нету, ничего нету, одни шорты, носки, планшеты с фильмами, телефоны с интернетом, с камерами. Все едут, снимают, как мартышки и очки.
в басне. Вот для этого нам и делают проще дороги, потому что водителей-то не осталось, одни наездники остались. Чтобы хотя бы наездники могли ездить, двигаться, точнее сказать, перемещаться в пространстве из точки А в точку Б. Вот, нам делают более лайтовый перевал. Блин, с дворниками косяк парный какой-то. Вот если кто заметит, смотрите, как брызгает. То есть, ну я сейчас замедленную съемку сделал вам, чтобы было лучше видно. Она не брызгает именно, а тихонечко льет. Блин, и вот верхушки, что здесь вот, верхушки не прочищает. Кто скажет, дворники поменяй. Блин, новые дворники стоят, им 2 рейса. Ну вот сейчас заново взял еще одни бошевские дворники. Надо поставить будет. Вон уже начинаем перевальчик. Ну здесь не такая классная красота. Ну красиво, конечно. А красиво это надо вот туда вот смотреть. Ой, вот там вот красотень. Вот там вот красотень. И мало того, что дворники, я еще колхозинг себе заказал. Вот такие спойлера на дворнике, так скажем, да? Ставятся, надо поставить тоже будет. Думаю, может поможет. Для чего? Что больше прижимало чуть-чуть от потока воздуха, чуть прижимало сильнее. Может исправит эти моменты. Может, блин, сами щетки такие поганые. До этого стояли дворники, у них овальные, сверху были прыскалки. Причем у этих дворников они еще и снизу прыскалки. Не сверху, а снизу прыскалки идут. Так, переключимся еще на одну передачку ниже. Вот. Идем с проблемой. Вот с такой вот, с такими дворничками. В том рейсе, считаете, также с Вольвой шел с Федькой домой. Блин, по одной и той же дороге ехали, да, ну, друг за другом. Не вплотную вот так вот, а как бы на расстоянии, конечно. Но вместе шли. Блин, он потратил 3 бутылки незамерзайки всего лишь. Там от Томска до Тюмени, так скажем. А я потратил 9 почти бутылок незамерзайки. То есть у меня был полный бачок, я еще 6 бутылок выливал, 2 раза бачок заполнял незамерзайкой. А у него только к Тюмени мы в Омске оба набрали их. В Новосибирске, точнее сказать, оба наполнили незамерзайкой бачки. И вот к Тюмени у него заморгало, что мало в бачке жижи осталось. А я за это время еще 2 раза набил. То есть у него вот форсунки хорошо сделаны. Вот веерные, когда были у меня, они веерные, но они были веерные и маленькие вот такие вот, овальные. Они тоже и экономили, и классно лили. А эти вот просто вот льют, и толку понту от них никакого нету. Замерзайка только успевает улетать с этими форсунками. Так что надо попробовать поменять, поставить новые дворники бошевские. И вот эти спойлера хочу, может, посильнее будет прижимать. Может, пружинки, которые вот идут вот здесь вот в основании салазки, может, они чуть-чуть как-то растянулись, так скажем. Попробуем, посмотрим. Я хочу приехать, заказать, чтобы новые форсунки, вот именно такие овальные. Или по дороге, если в автомагазине найду, купить, поставить. Надо будет. Да, сейчас все равно понаблюдайте красоту чуть-чуть.
днем было покрасивее, чем сейчас. Кстати, на телефон светлее, чем жить в реальности. И сейчас попробую, добьюсь контрастности, как сейчас на улице. Ну вот где-то вот так вот сейчас на улице. А в телефоне у нас прекрасно и светло. На свете белом этом. Ну что, так скажем, почти до серединки добрались. До самой верхней точки. Вот это, по-моему, самая высокая гора получается. И сейчас вниз помчимся. Или не здесь. А, не. Вон у нас там вдалеке видно. А, не видно сейчас уже. Мы сейчас вот влево, вправо и вот на те горы поедем. Вон туда вот. Не знаю, сейчас вот здесь вот получится увидеть. Потому что наверху только что я когда заметил в последний момент, там был момент, разрез видно дороги. У дороги был разрез, что вот тудой, так скажем. Вот тудой нам надо будет ехать. Блин, и фары лучше светят через телефон. Может реально вместо лобового стекла вот так вот камеры поставить снаружи, пару штук, вместо лобового стекла какую-нибудь 65-ю, там 85-ю диагональ телевизора воткнуть. Вот красота будет. Все видно. Только ориентироваться как в пространстве. Зато будет хорошо видать. Взял, сделал себе посветлее. Стало лучше видно. Сделал потемнее. Яркое солнышко сделал потемнее, как тонированный поехал. Ночь темно, сделал посветлее, как днем поехал. А когда я, может, и до этого дойдут. Вон, как раз видно. Ай, где ты? Блин, свернули, не успел увеличить. Вон там слева вверху, вот между этих верхушек машина была. Вот нам сейчас тудой нам надо доехать. Я, по-моему, в том подъеме и в декабре я повис. Вот сейчас моты, которые прошли подъем, я его спокойно, ни разу не буксанул, поднялся. Он был, причем, по-моему, тоже чищенный, но вот с такой же кашицей посередине. А вот в этот подъем, по-моему, в этот. Да, вот в этот подъем я где-то на серединке и забуксовал. То есть пол подъемчика зашел, даже больше, чем пол подъема получилось зайти у меня. Там уже почти на вершине. Это у меня все получилось зайти. 1600 оборотов. Маленькая сзади. К сожалению, в таких моментах иногда лучше не пропускать маленькую, а выходить. Да, мы их притормаживаем в такой момент работы. То, что мы медленнее идем. Ну, как бы, так. А ты куда? Олимпия. Ему ряда своего не хватает. Пол машины на встречном было. Пришлось сбавить газ и пропустить его. У нас здесь две, если что, полосы на подъем идет. У него одна полоса. Так, маленькая, подожди, я сейчас еще одного обойду и тебя пропущу. И где-то вот здесь вот я встал в подъемчик. И дальше пришлось карабкаться мне. Так, давайте левее уйдем, чтобы не мешаться у Вольвочки, потому что наверху здесь кто-то остался стоять. Не забрался, случилась беда у скамеечки.
все будет хорошо. Да, и вот где-то, как раз когда с Вольвой поравнялся, вот момент я тут потихоньку карабкался. Воткнул черепаху, причем передо мной сервика также буксовала. Вот у меня ближе к обочине, к бордюру зацепился за свежий снежок. А я на черепахе просто тых-тых-тых-тых-тых полз без остановки. Ну, приходилось останавливаться, ждать, когда сервику отпускать подальше от себя. В левый ряд я не вылазил, потому что ну куда я на скорости 1,5 км в час полезу в левый ряд, раз я забуксовал. Я по правому ряду за сервикой тихонько шел. И все, но приходилось останавливаться, ждать, когда сервика чуть-чуть вперед убежит. Я потому что на черепахе ее догонял. А он, если цеплялся так же, как я, за обочину, за бровку, он наоборот забуксовывался еще сильнее. Так, а это у нас деревня Громотуха, по-моему. Да, это у нас Громотуха. И осталось у нас вот где тогда мы еще стояли, Глубокая. То есть пару километриков, километров 5, по-моему, и будет у нас деревня Глубокая. Тоже, когда идешь в сторону дома, здесь подъемчик нехило тебя так садит. А нет, он в Глубокой тебя очень хорошо садит. Ты там до середины подъема долетаешь, а потом так резко машина осаживается. Как будто реально там она выбрасывает якорь и просто держит тебя. Резко начинается так сильно подъем. Там тралы негабариты часто не вытягивают, что летом, что зимой тот подъемчик. Мощи не хватает. Разгона мощи, но все равно как бы с тралом там тонн 80 тащишь. Ты же также не будешь в повороты закладывать и разгоняться. Так же, как с 5-10 тоннами, потому что остановить-то на порядок тяжелее машину. Ох, ёк-макарёк. А что так темно-то стало? Вообще темень. Еще асфальт сырой. Не отбивает нифига свет. Сейчас остановимся, пройдем. В Култуке встанем. Чаю попьем, наверное. Хотя чаю пить. В Тельме только что жареных пельмешек наелся. Своих любимых. Там классная пельмешка. Всем советую в Тельме в пельмешку заехать. Блин, на дорогу не видно. Хотя фары должны быть чистые. Я их вчера мыл. Вчера мыл, да, скажут, ты вчера мыл фары. Ну, блин, сегодня весь день по сухому асфальту ехали. То есть идеально чистые фары должны быть. Ну ладно, сейчас доберемся до Култука. Вот я говорю, и скорее всего так. Макарек. У меня туманки выключены. Я думаю, что так плохо видно, ничего не вижу. Как слепой крот. А у меня туманки выключены, я еду на одних фарах. Понятное дело, потому что у Scania обычные, у нее есть классные под H7 лампочку, под ксеноновые и под галоген H7. Вот те классные фары сделаны у нее. Почему они всем не ставили такие, только на дорогие комплектации фары. И обычные стандартные, это как на всех почти Scania стоят вот эти вот. Но те намного круче светят. Там, блин, они даже на уровень лучше, чем Volvo светят. У Volvo классный свет. У Scania свет у фар плохой. Вот у 5-й серии, у 6-й совсем другое. Но там у 6-й они, по-моему, галогена вообще не существует. Там, по-моему, могу ошибаться, ребят, может и существует. Но, по-моему, у всех стоят светодиоды уже. Полностью на всех машинах. Светодиодная оптика. По крайней мере, сколько у нас видел московских машин, у нас на Москву ездят именно 6-й серии Scania. Но они газовые. Вот. Там, по-моему, стоят именно у всех светодиодные. Ну, там тоже разные комплектации у всех. У кого-то и фары вверху есть, и в середине есть. Или в середине, по-моему, у кого-то есть в середине, у кого-то вверху. Но вверху и в середине ни у кого нету у нас и скамеек. Ну вот Citroёn мне со своим светом. Может, его настроить надо было, что он не настроенный был до конца. Не понравился он. Ближний, да, там классно. А вот дальний мне не понравился. Ну, как говорю, там, скорее всего, его надо было просто настроить. Тогда бы было намного лучше. Так,
начинаем здесь притормаживать в этих поворотиках. Потому что поворотики такие, местами коварные идут. А может кто-то и вылетит. Или вот такое вот чудо попадется нам. Так, вот как раз обгон разрешен. Встречки нету. Надо пробовать. О, Land Rover классный. Да у него и на крыше, в прицепе стоит. Подушка классная вещь. Только габариты, блин, нифига не горят на прицепе. Вот это печально. А так-то и машинка, и то, что у него в прицепе красотень. Вот. Мы подъезжаем, по-моему, к Громотлуке. Ой, глубокой. Вот он сейчас перевальчик пошел, да, вот где как раз обгоняли, прошли поворотик и стояли на равнинке. Тын-тын. Да, вот в этот перевал у нас тогда здесь и посыпалка все расчищала. Сейчас будет левый плоскогорье, такой маленький кусочек равнинки, где разогнаться можно. Да, вот здесь вот я по встречечке у нас все здесь стояло. Вот в этом месте автовоз-то тогда и повис. Повис он где-то в середине подъема. Он то ли спускаться начал, его сложило, то ли как. Но он, короче, вот здесь вот стоял вот так поперек полностью. Его по встречной обочине, ну, встречка плюс чуть-чуть левой стороной обочину вшик, обошел и спокойно дальше. К сожалению, там не снимал. Там, блин, по-моему, у меня пару даже седых волос в тот момент появилось на голове. Там как бы руками держался за руль, зубами за руль, чтобы все было хорошо, все замечательно. Ехали, трудились, работали. Не языком болтали. То есть иногда, да, языком едешь, болтаешь, как бы, когда легко просто можно что-то поболтать. А вот когда надо работать, блин, то работаем. Не, вопросов ноль, можно камеру не спеша и покатимся. Эх, раньше красота здесь была. Площадочки смотровые. Ой-ё! Ха-ха! Я торопился, там вон внизу-то. Нифига себе там народу внизу. Ёшкин кот, ёшки-матрёшки. Вот там толпа, так толпа. Еще, видать, тихоходики какие-то едут. Вот здесь всегда, ребята, когда идешь сверху, тебе лучше видать. И как бы все равно пропускать надо, кто вверх идет. Хлоп, смотришь? 6 мальчиков. Никого не нету. Так, сейчас рацию выключим, чтобы она не мешала нам болтовней своей. 16, там смотришь, хлоп, если нету никого. Проезжаешь, если есть, то лучше уступить и ехать прижиматься вправо к бордюру. Вот сейчас вот как бы были 16-ки. Но мы спокойно, мы прижались очень сильно вправо и нормально проехали. Ну все, на этом будем заканчивать наш ролик. Сейчас остановимся, помоем фары, стекла, фонарики, габаритики. И все прекрасно. Эх, сейчас не увидим мы. Вот он поворачивает. Вон он берет почти навстречку, вылазит. Ну, это с 13-метровым прицепом. А вот с 16-метровым тут как бы надо пропускать. Здесь-то хватает практически те дороги. Ты вот так вот по осевой хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. И все. Здесь ряда хватает. Ну что, спасибо большое за просмотр, за комментарии, за гневные вообще отдельный спасибо, респект. Люблю гневные читать комментарии, где есть какие-то мои ошибки,
в неправильных действиях, в неправильных словах. Отдельный респект, отдельное большое спасибо.